Добрый вечер. Это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Накануне в России отмечался День Героев Отечества. В эту дату вспоминают тех, кто проявил доблесть, отвагу, смелость, служил своему народу и государству, совершал ратные трудовые подвиги во благо отчизны. Часто, и это замечательно, что этим героям устанавливают памятники, но вот иногда монументы могут вызвать совсем не патриотические чувства, а иногда и историческую досаду, и национальную обиду. Вот почему это происходит, как этого избежать, сегодня обсуждаем наши программы. Памятники – повод для раздора. Об этом говорим сегодня с нашими экспертами. Двое из них пока опаздывают, мы их ждем в прямом эфире. Я пока представляю тех, кто первым сегодня успел попасть и приехать вовремя. Радик Каримович Салихов, директор Института истории имени Манджани, Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук. Хайрлы киш. Рай Равилович Фахруддинов, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета, доктор исторических наук. Марина Маратовна Имашева, доцент кафедры истории Татарстана, Института международных отношений Казанского федерального университета, доктор исторических наук. Рада вас видеть. Ждем еще Айрата Файзрахманова и ждем Искандера Измайлова. И сегодня с нами на интернет-связи подключится чуть позже Муслим Мансурович Юнусов, имам наиб Белой мечети в Астрахани, преподаватель Астраханского исламского колледжа. И уже сейчас на связи Ильяс Гумерович Шакуров, президент Самарского областного татарского общества «Тугантель», издатель журнала «Самар Татарлары». Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Звоните, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Возможно, у вас появится своя точка зрения. Но начнем с того, что на этой неделе мы нашей аудитории в социальных сетях задали вопрос. Нужны ли новые памятники историческим деятелям прошлых эпох? Да, для сохранения исторической памяти, так ответило большинство, 73% проголосовавших. 7% респондентов сказали нет, сегодня это уже никому не нужно и не интересно. И 20% считают, что памятников сегодня людям и так достаточно, историческим личностям в том числе, поэтому в них нет никакой необходимости. Зрители также могут включиться в наше голосование. В конце программы подведем итоги. Нашим подписчикам в соцсетях, кстати, мы задали еще один вопрос. Памятник кому бы вы из исторических деятелей прошлых эпох установили? Вот варианты ответа, зачитаю их только три, таких ключевых. Туфан Минулин, Сюмбике и Хания Фархи. Вот для начала, прежде чем вступить в обсуждение, хочу адресовать вопрос нашим экспертам. Как вы думаете, кому нужен памятник, кому бы вы сейчас установили? Вот такое абсолютно личное мнение. Радик Каримович. Я считаю, что памятники нужны, что это действительно историческая память, но эта историческая память должна объединять людей, сегодняшнее общество. Она не должна вызывать раздоры. И поэтому не случайно в этом списке мы видим и нашу прекрасную Сюмбике, и Туфана Абдуловича Минулина, и певицу Ханию Фахри, которые, в общем-то, посвятили свою жизнь искусству, красоте, активной общественной деятельности, и они стремились объединить людей, объединить нацию. Созидающее, объединяющее. Созидающее, объединяющее. Именно это и есть в основе той политики. Кстати, этот принцип, он положен же и во все руководящие документы, в том числе и ЮНЕСКО, который сохраняет объекты культурного наследия и устанавливает те или иные памятники. Поэтому, на мой взгляд, можно ставить очень многим представителям как татарского, русского и других народов у нас в республике, тех, кто созидал, кто объединял людей, кто нес вот такое живое, здоровое начало в нашей жизни. Хорошо, все-таки Сюмбике? И Туфан Абдулович, и Сюмбике, и Хания Фархи. Да. Хорошо, Рай Равилович. Да, памятники, конечно же, нужны. Я хотел бы обратить внимание вот на следующее. Памятники, вот здесь я полностью с Радиком Каримовичем согласен, памятники надо, наверное, устанавливать наиболее знаковым фигурам, которые проявили себя прежде всего в области культуры, искусства, поэзии. Ну, конечно же, которые имеют отношение к истории государственности. Но здесь ключевое это то, что два, прежде всего, аспекта. В силу того, что у нас республика является многонациональной, я бы был сторонником установления большого количества памятников не только в Казани, а в районах республики, там, где родились, жили величайшие представители татарской культуры, русской культуры, чувашской культуры, удмуртской, марийской и так далее, и так далее. И второй очень важный аспект заключается в том, что все-таки эти памятники на самом деле должны носить созидательный, объединяющий характер. История нашей республики, история наших народов, культура ее настолько богатая, что
вот увековечивание этой культуры, увековечивание нашего славного исторического прошлого, высокой культуры, наверное, да, надо устанавливать. Но при этом я, конечно же, против установления памятника тиранам, я против установления памятника каким-то завоевателям, по той простой причине, что если в исторической памяти одного народа это великий государственный деятель, то в памяти другого народа он может быть Завоеватель. завоевателем, он может быть подлецом, он может быть, ну, в целом негативным. Поэтому эти памятники, они играют Ну вот разъединяющую как раз роль. к этому вернемся. Но кому бы установили? Кому, какие Ну, кому вы знаете, нужны? памятник Сюмбике — это один из символов нашего народа, он трагический такой образ. Наряду с ним я бы поставил памятники таким ярким личностям, с кем мы ассоциируем культуру, с кем мы ассоциируем науку. Ну, многими можно назвать, ну, например, тот же летающий татарин, Рудольф Нуриев? Рудольф Нуриев, например. Ну, вроде бы ему стоит памятник, да, может быть... Я бы хотел сказать, что у нас действительно сейчас в республике ведется очень большая работа по установке памятников. Вы посмотрите, только в Казани за последнее время и Хади Такташу появился памятник, и Рудольфу Нуриеву, и Рустему Яхину. Шагабудин Марджани появился. Да, можно на- долго перечислять. И это, кстати, в Елабуге великолепный памятник Дмитрию Ивановичу Стахееву. Там практически в каждом городе и в нашей столице устанавливаются памятники. И как раз вот эта политика, она основывается на тех принципах, о которых мы сейчас То говорим. есть это просветители, да, Да, это благотворители, меценаты. У нас подошел Айрат Фазрахманов, как раз успел. Значит, сегодня он в статусе начальника отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Министерства культуры Татарстана, кандидат исторических наук. Айрат, сейчас как раз проговариваем. Наша аудитория интернет решила, что какие памятники нужны еще в Татарстане? Сюмбике, Туфан Минуллин, Хания Фархи. Как вот вы считаете, кому, на ваш взгляд, лично вы бы хотели поставить памятник? Ну, я немножко здесь как чиновник, наверное, отвечу, да, что есть у нас комиссия по увековечьей памяти выдающихся деятелей. Она рассматривает обращения отдельных граждан и органов местного самоуправления. И на самом деле на очереди достаточно много деятелей, которым необходимо поставить памятник. То, что говорит интернет-аудитория, да, это очень интересно и важно. И Туфан Ага, и Хания Фархи. Вот, но есть свой порядок. А кто в списке, Да. если можно раскрыть хотя бы несколько фамилий? Кто ждет своей очереди? Кто в списке? Ну, вот в первую очередь нужно заканчивать вопрос с Сара Садыковой, да, затянувшийся, и Алла Берса этот вопрос будет в ближайший год решен. Там свои сложности со скульптурной композицией. Тоже затянувшийся вопрос, но он будет решаться в течение ближайшего времени. Назиб Жиганов. Борис Кузнецов, наш герой Советского Союза, который недавно ушел из жизни, да. Вот буквально должны в скором времени поставить бюст, прошу прощения, наш герой Советского Союза Магубе Сартлановой, да. У нас женщинам, кстати, очень мало памятников, да. Но и в то же время надо смотреть на эту проблему комплексно. Весь центр города памятниками не может закрыть. Ну, мест мало, да, то есть центральные площади, их в центре ограниченное количество. И, конечно же, хотят, чтобы это все было в центре, но и спальные районы у нас тоже не должны какое-то эстетическое воспитание, общественное Ну, с пространство этим тоже вести, будут да. вопросы, как мы сейчас будем обсуждать. Вот, Кому? конечно же, обсуждается, вот здесь говорилось о Сюмбике, и другие есть вопросы долгие и давние, да. Конечно же, поэты, писатели. Одна из скульптурных композиций, которая обсуждается, это Тугантель, и Тугантель как родному языку в Татарстане, ну, прежде всего, татарскому языку, да, не в плане память, да, языку, а наоборот, восхваление родного языка. Есть свой перечень, он принят министерством и этой комиссии. Вот, множество мемориальных досок, да. Вот, например, в ближайшее время Алла Берса будет установлена мемориальная доска
на Фигову, первым председателем Конституционного суда. Вы знаете, как у нас с Конституционным судом обстоят дела, и генеральный прокурор Республики Татарстан, да, в 90-е годы. Вот, много можно перечислять. Василию Лихачеву должны в ближайшее время поставить вице-президенту Татарстана мемориальную доску. Мемориальные доски сейчас идут уже как эстетическое такое, да, то есть с барельефами, как произведение искусства, да. То есть не просто надпись, да, не табличка, не просто здесь надпись. жил и работал. Сейчас уже немножко другие стандарты, они более эстетичные. Может быть, это затягивает время, но это лучше смотрится и, конечно же, лучше запоминается. Наша самая главная цель, чтобы история о той или иной личности, она была видна, и люди знали, Но ты видели, проходишь, и ты усваиваешь да. информацию, вспоминаешь, погружаешься в историю. И вопрос еще, который на перспективу, наверное, на ближайшие 10 лет ли, это вопрос и каких-то интерактивных, интерактивных возможностей в пространстве тех или иных личностей отобразить, да. Ну, через QR-коды, выход туда, на его да, историю. не только QR-коды. QR-коды это вот Нет, QR-коды понятно, что сегодня там двоякое технология прочтение. сегодняшняя, а есть дополненная реальность и так далее, но это все в перспективе, и это тоже нужно, конечно же, решать сообща, с ученым Вот сейчас сообществом. как это будет комиссия по увековечению, как она работает, мы сейчас тоже к ней, наверное, вернемся. Звонок у нас есть, да? Сорвался, да? Марина Аратовна, вот кому, на ваш взгляд, вот давайте окончательно уже сейчас закончим это обсуждение, кому необходим памятник в Татарстане? Я согласна со всем вышесказанным. Действительно, вот мои коллеги, Радик Кримович, Равилович, памятники должны примерять. И абсолютно согласна. Надо взвешенно подходить к оценке исторической личности, кому ставят памятник. Тираны, политики, ну, сколько людей, столько и мнений говорят, да, сколько... И если личность воспринимается, ну, разными группами людей по-разному, может не делать тогда чего-то такого, что вызовет раздор между людьми, да, по национальному ли признаку, по социально-политическому. И по поводу вот деятелей культуры, искусства абсолютно согласна. Ну, там споров и не будет. Мы понимаем, что это личности, которые объединяют и созидают. У нас споры уже Про больше о Магубу другом. Сыртланову очень прям приятно, потому что живу И давно, практически наверное, на надо этой... было, да, Магуба Сыртланова ушла, по-моему, в 70-х годах. То есть, Живу на этой улице и очень часто даже вот проходит. А что это за улица? Кто такая Сыртланова? хотя, вот. конечно, легендарная, И- знаменитая наша. Ну, из этого, из вашего списка, я бы, конечно, Сюмбике выбрала. Ну, во-первых, Ну, действительно мало памятников Понятно, женщинам. И вообще, это, ну, образ, может быть, будет собирательный, вообще, воспевание красоты восточной, трагического такого материнства, трагической судьбы женской, вместе с тем и царственный образ. Ведь окончательного образа в искусстве даже нет, да, Сюмбике есть различные портреты, и в этом плане тоже вот памятник, как нечто созданное уже из монументального чего-то такого материала, там бронза, камни, мрамора, уже будет, ну, как бы, может, не точку поставить, а вот, ну, придаст вот форму какую-то. Да, можно небольшую проблему, да, назову. Действительно, великие личности должны быть отображены величаво, монументально, да. Для этого, конечно же, должны быть подготовлены скульпторы, да, коих не так и много, да, хороших, которые могли бы отобразить эту эпоху. И сложно найти правильные варианты отражения, да. Проводятся творческие конкурсы, не всегда могут скульпторы отразить. Кстати, вот из героев Советского Союза Гаврилова будет, Девятаева будет, да, тоже появляется новая когорта молодых скульпторов. Сначала они на каких-то вот, в муниципальных районах творят, потом в Казани, да, но все равно это очень-очень сложный вопрос создания эстетичного такого произведения. И иногда вопрос затягивается на годы именно из-за этого, что ну, не получилось отразить все величие Ну, тоже той или такой иной вопрос. Мы личности. сейчас ищем, вот кому, да, установить. Последний год вообще тема памятников в России стала, мне кажется, достаточно горячие были. И поставить памятник Колчаку, Сталину вернуть памятник Дзержинскому, да, мы обсуждали. Но, естественно, неоднозначный исторический
фигуры, то есть и действительно раскалывает общество. Там, личность Дзержинского также рассматривают по-разному. Да? Для кого-то это председатель ВЧК, для кого-то человек, который много сделал для тяжелой промышленности, для борьбы с сиротством. Если личность вообще связана с национальными интересами, как мы сейчас будем обсуждать чуть дальше, вообще вызывает бурю. Вот какие опасности в себе таит идеологически неверный, ну, назовем так, монумент, и вообще кто оценивает, кто дает историческую оценку образу, и вообще вот, возможно однозначную оценку вот в этой ситуации, прежде чем перейти к памятнику Тамерлану? Да, ну, историческую оценку дает, наверное, во-первых, как бы это банально не звучало, сам народ, само общество, но все-таки здесь ключевую роль, конечно, должно играть сообщество экспертов, в которые должны входить и историки, соответственно, если это памятник, планируется установлению исторической личности, искусствоведы, ну и так далее, и так далее. И в связи с этим я бы тоже хотел обратить внимание на то, что ведь увековечение памяти – это навсегда. Это навсегда, и поэтому здесь… Нет, ну мы видели, как и сносили памятники, то есть мы это тоже видели, то есть это не совсем навсегда. Вопрос, Ну, как это я раскалывает надеюсь, общество потом, да. почему поставили, почему снесли, это новая волна негодования. Ну, подразумевается, что, скажем так, что навсегда. В любом случае, те памятники, которые разрушаются, они рано или поздно где-то находят свое место, конечно, да, их куда-то перевозят. И как раз вот такое отношение, оно должно быть очень взвешенным. Это без сомнения, и должно устраивать, опять-таки, различные социальные слои общества, если мы говорим о памятнике, скажем, политическим деятелям, каковым являлся Дзержинский, или, скажем, национальности разные. Поэтому просто любое неосторожное движение, даже в части увековечивания имени, оно может расшатать какие-то или социальные, или национальные, какие-то общественные аспекты вот любого Радик государства. кто из ученых, кто из историков, кто вообще входит вот в эти комиссии и так далее, когда у вас спрашивают совет, рекомендации, исторические справки и так далее? Вообще задействованы вы вот, В фактически? Республике Татарстан, в Казани, безусловно, задействованы. Мы работаем в тесном взаимодействии с Министерством культуры. По каждому факту, например, от нашей организации запрашивают экспертное мнение. Мы его направляем, но это не значит, что оно будет определяющим. Оно тоже как одно из, там, наверное, и Казанский федеральный университет дает, и Академия наук Республики Татарстан. В любом случае, на мой взгляд, у нас в Казани довольно серьезный экспертный отбор, происходящий на научной основе, поэтому-то мы и не видим у нас в городе и в республике каких-то вот скандалов, каких-то таких происшествий с установкой памятников. И мне кажется, что памятники, конечно, ставит и сносит народ, но экспертное сообщество, оно формирует то понимание истории, которое народом и руководствуется, народ, которым руководствуется. Нам важно, ученым и журналистам, и публицистам, прекратить вот эти войны на историческом поле. Нам нужна история, которая объединяет, гармонизирует людей. И люди именно таким пониманием истории руководствуются. Вот, я так считаю. Спасибо. Итак, один из последних свежих примеров. Памятник, ну, скажем так, желание установить памятник Тамерлану в Самарской области. Да, поправьте меня, если я ошибусь. В общем-то, эта историческая личность, по легенде, уже один раз напророчила беду. Напомню, накануне Великой Отечественной войны, во время раскопа гробницы великого полководца Тамерлана в Самарканде, археологи нашли несколько предостережений, что нам говорит интернет. В том числе о Великой войне, которая может начаться, если нарушить покой полководца. В общем, 21 июня 1941 года ученые открыли захоронение. То, что было дальше, мы знаем. В общем-то, можем здесь верить, можем не верить. Но, в общем-то, правительство Узбекистана хотело бы теперь установить памятник полководцу в Самарской области на предположительном месте битвы при Камдруче. Что? Что в себе таит это желание сейчас? Давайте мы поймем, что Тамерлан, кем Тамерлан является для истории, какой личностью. Вот мы его видим. Тамерлан – это один из величайших правителей в истории государства тимуридов. Это, я просто говорю общеизвестные факты, которые многим, может быть, неизвестны. И в период противостояния между Золотой Ордой и государством тимуридов произошло столкновение правителей государства. Это Тамерлан, татары его называют Аксак Тимур. Тамерлан это такая калька с фарси, Тимурленг,
что так и переводится, хромой. Да, отсюда европейский вариант Тамерлан, и в том числе российский, русский вариант. Ну и вот одна из первых битв произошла в 1392 году на реке Кундурче Самарской области, хотя на сегодняшний день достоверно место битвы нам неизвестно. Данная битва достаточно широко отражена в исторических источниках, причем, что самое интересное, некоторые источники отдают предпочтение Тамерлану в части, что его победители. Некоторые это не подтверждают, причем некоторые источники показывают, что все-таки противостояние закончилось, ну, вроде как, ничей. Окончательное столкновение между Тамерланом и Тохтамышем происходит уже на реке Терек, да, в 1395 году, где, собственно, Тохтамыш и терпит окончательное поражение. Вот из-за походов, да, впоследствии Тамерлан в погоне за Тохтамышем, он огнем проходится по всем цветущим городам Улус-Уджучи. Они в основном находились или в Нижнем Поволжье, или в Крыму. Нижнепавловские города, столицы были уничтожены. Ну и, собственно, вот походы Тамерлана и уничтожение богатой городской культуры, инфраструктуры, в целом элиты, оно как раз является, на наш взгляд, основной причиной и падения Золотой Орды. Ну, здесь что я могу прокомментировать? Я не знаю других случаев в истории, где бы памятник ставили победителю на территории завоеванного государства. Ну, с моей точки зрения, тогда можно, наверное, поднимать вопрос о том, чтобы поставить памятник Наполеону в Берлине, например, ну, в Москве, например, там и так далее. Но нормальному человеку это в голову мысли же не приходит. Это понятно, что с точки зрения одного государства это великий правитель, с точки зрения другого государства это тиран, попытка уничтожения государства. Поэтому что тут сказать, прокомментировать? Очень печально, очень печально. Хотя из истории того же узбекского народа, кстати, замечу, что сами узбеки, как кочевой народ, в период как раз Тамерлана, они в основном были в армии Тохтамыша. Они в это время на территории Узбекистана и не проживали. И до недавних десятилетий узбекский народ никогда себя не позиционировал с этой личностью. Чем тогда вызвано желание установить памятник? Ну, трудно сказать. Я просто хотел бы это увязать с личностью Тамерлана. Просто в тех обществах, в которых становится модным установление памятника тиранам, к сожалению, это мы констатируем, и Узбекистан не является в этом плане исключением, это вот такое большое желание. Хотя в узбекской культуре был выдающийся тимурид, внук Тамерлана, это великий ученый Улугбек. Вот, пожалуйста, Улугбеку я обеими руками за установить памятник. Ну, сейчас посмотрим, что скажет Самара. Ильяс Гумерович, вам слово. Айля Кич, Самар татарлардан бізге зор кайнар сәлем. В первую очередь хотел бы чуть-чуть все-таки тоже свою ремарку вставить по поводу памятников, которые в Татарстане. У нас, у общин, региональных общин татарских, чуть-чуть другой взгляд на эту ситуацию, потому что мы воспринимаем Татарстан как некую для нас метрополию. И, конечно, нас удивляет, что в Уфе Салавату Юлаеву стоит большой памятник, а в Казани Батырше не стоит. Я думаю, что интересный исторический персонаж, может и противоречивый для народа Татарстана, для всех россиян. Муланур Вахитов тоже интересный персонаж. Вот все-таки у нас на эту ситуацию другой чуть-чуть взгляд. По поводу же памятников, конечно, без материальных артефактов истории не развивать настоящее, не предвидеть, как не строить какое-то будущее и помнить при этом прошлое никак не получится. И вообще в развитых цивилизованных странах давно уже памятники никакие никто не сносит. А у нас, к сожалению, в России эта волна прокатывалась несколько раз. Одним сносили, другим сносили. Сейчас будут вот кому-то, непонятно кому будем ставить новые памятники. Татарская общественность, вот в моем лице историка Шамиля Хайдаровича Галимова, свое отношение к этому событию изложил в своем письме на имя нашего губернатора. Мы сказали, что действительно событие очень противоречиво, потому что, учитывая, что Тимур и разгромил когда-то нашу святыню для татар и булгар, это город Булгар, и действительно завоеватель, величайший полководец, но почему памятник ему должен стоять на территории Самарской области, например, не на родине его или на территории Узбекистана, который это предлагает. Например, у нас тут есть проблема какого плана? В миллионном городе Самара, где не менее 50 тысяч татар проживает, ни одного памятника татарину нет на сегодняшний день. И даже улицу, которая когда-то носила имя Татарская, потом была Татарская, мечетные улицы были, только буквально недавно, хотя решение было принято уже в 2014 году, только недавно повесили табличку на двух языках, и Самарская стала в том числе и мечетной, вернула старое имя, и Татарская, Галактионовская стала еще и Татарская, хотя вот той улице даже название второе, старое не вернули. И наше отношение вот к этому памятнику, конечно,
Наше государство не очень любит тратить деньги на культуру, но если правительство Узбекистана намерилось потратить деньги для какого-то развития сотрудничества, установления культурных связей с Российской Федерацией, Самарской области, наверное, как-то сначала вопрос нужно обсудить, кому, где и какой памятник ставить. Может быть, это событие как-то увековечить в истории, в смысле обозначить материально, так же, как хотелось бы обозначить Муромский городок, недалеко от Тольятти, 400 гектаров город, который превышал на то время площадь и Лондона, и Парижа вместе взятых. Хотелось бы, чтобы этот вопрос как-то был сначала культурно, цивилизованно согласован, обсужден, а потом уже решался вопрос о том, какой памятник и где этому событию, этому явлению, этому персонажу ставить. Вот мое отношение лично к этому вот такое. Мы и потом к столетию Республики Татарстан в нашем журнале «Самарские татары», который издается уже 9-й год, было много-много всяких интересных персонажей, которые связаны с Самарской землей, которые много сделали для Татарстана, присутствовали в правительственных структурах Татарстана, культурных структурах Татарстана. Я думаю, что если бы нас спросили, кому памятники можно ставить на территории Республики Татарстан или с помощью Республики Татарстан на территории Самарской области, я думаю, что мы обязательно свое мнение обозначили бы и обосновали бы. А так, это для меня такой первый разговор. Хорошо, Ильяс Гумерович, большое спасибо. Мы переключаемся на рекламу, потом продолжим. На 8% снизилась заболеваемость коронавирусом в Татарстане. Об этом заявила главный санитарный врач республики Любовь Авдонина. За сутки выявлено 185 новых случаев заражения ковид. Однако растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Казань принимает первый национальный чемпионат по профессиональному мастерству DevSkills. Сегодня соревнуются в компетенциях ландшафтный дизайн и мебельное дело. Чемпионат для участников с нарушениями слуха. Их более 200 со всей России. Судьи и сотрудники Конституционного суда республики сыграли в квиз. Проведение командной интеллектуальной игры приурочено ко Дню Конституции России. По теме основного закона страны сыграли 5 раундов. Служители Фемиды ответили на вопросы о положениях Конституции, ее истории и мировом праве. С находкой все салаты на столе. Весь декабрь майонез Махеев 79,99. Колбаса докторская 800 грамм 229,99. Горошек зеленый 650 грамм 79 рублей 99 копеек. Сроки акции по 31 декабря 2021 года. Подробности у продавцов. 10 декабря. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1877 году, русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии. В бою, который предрешил исход русско-турецкой войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок до 6 тысяч убитыми и 44 тысяч пленными. Благодарные болгары обещали, что это сражение навсегда останется в памяти потомков. Как получить КЭП бесплатно? Индивидуальные предприниматели, организации и нотариусы могут бесплатно получить квалифицированный ключ электронной подписи в любом налоговом органе. Чтобы получить квалифицированный ключ электронной подписи, предпринимателям необходимо предоставить в налоговый орган паспорт, СНИЛС, USB-носитель ключевой информации и пройти процедуру идентификации. Удобнее всего подавать заявление на выпуск КЭП онлайн через личный кабинет. Заранее запланировать визит в инспекцию можно с помощью сервиса онлайн-запись на прием в налоговый орган. В жизни нас окружает много цифр. Мы с цифрами рождаемся, с цифрами растем, учимся, влюбляемся, растим детей. Иногда цифры нас огорчают, иногда заставляют сердиться, иногда приводят в отчаяние. Но есть цифры, которые приносят в каждую семью радость, мир и понимание. 8 800 2122. Детский телефон доверия. Цифры, которые могут вам помочь. Дерби – это всегда больше, чем просто игра. Не пропусти 10 декабря Акбарс нефтехимик в прямом эфире на ТНВ. Здесь болеют за Акбарс. Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан в прямом эфире. Сегодня мы обсуждаем вопрос памятников, кому устанавливать,
как подбирать личности, исторических личностей, должны ли, как не разобщить, наверное, да, общество в этой ситуации. И сейчас мы остановились на памятнике Тамерлану. Инициатива такая вышла одной из узбекских общин, как мы понимаем, скорее всего, да, вероятнее всего, инициировали. Самара свое слово сказала. Вот, Радик Римович, на ваш взгляд, все-таки, есть ли сейчас все шансы отстоять Конечно, есть. Конечно, право есть. И тут на неустановку? отрадно, что и татарская общественность Самарской области, и, в принципе, вся общественность Республики Татарстан, они категорически против установки этого памятника, который противоречит всем нормам и добрососедства, и науки, и культуры. На мой взгляд, это просто вброшенная инициатива несколькими частными лицами, которая сейчас возведена почему-то в Узбекистане в ранг постановления. Я думаю, везде и в руководстве Узбекистана мудрые люди работают, и они учтут интересы и настроения жителей как Самарской области, так и Республики Татарстан. Потому что на самом деле ставить памятник там нечему и некому на месте этого сражения. Нет повода. Спасибо. За время рекламы поступили звонки, кому бы хотели наши татарстанцы поставить памятник. И, значит, Альфея Авзалова прозвучала. Памятник всем джалиловцам, всем об этом говорят. И сейчас еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Слушаем вас. Слушаем вас. Добрый вечер. Да, здравствуйте, Сямсис. Хайликиш. Я из города... Я из города... Ну, подключили меня, нет? Да. Я звоню вам из города Белебей, Башкортостана. Я вот хотел вопрос задать, Раил Афенди. Если памятник основателю Казанского ханства Улу Мухаммад... Все понятен, да, вопрос, да. Да, хороший вопрос. Мы этот вопрос тоже и планировали где-то сегодня обсудить. Да, я лично сторонник того, что, конечно, надо поставить памятник в Казани желательно, в центре Казани, основателю династии правителей Казанского ханства. Кстати, это официальные последние правители Золотой Орды, то есть это по русским летописям царь, представитель царствующей династии. Да, конечно, и данная проблема, вот и Радик Римович, мы сегодня это обсуждали, эта проблема, я думаю, будет и в ближайшее время тоже обсуждаться. Мы, конечно... За установку этого конечно. памятника. Смотрите, мы сейчас, когда завершали тему условно по Тамерлану, мы говорили о том, что, в общем-то, удастся отстоять свою позицию, да, сейчас татарской общественности. Мы знаем, что мы уже проходили эту историю в Астрахани, да, когда были попытки установить памятник Ивану Грозному. Давайте сначала, Муслим Хазрат, насколько тогда было сложно, скажем так, отстаивать свою позицию? Как вы считаете, вот с памятником Тамерлану, насколько удастся там ее отстоять? И вообще, как сейчас с Иваном Грозным у вас там? Да, добрый вечер, Исян Армисес. Было непросто, и порой казалось, что ну вот уже победили, и вроде как уже и снова возобновилась эта идея с памятником Ивана Грозного, и думали, и опять непонятно, что будет. Но мы как-то вот верили в том, что мы правы, и делали свое дело, отставили свою позицию, и слава Богу, хвала Всевышнему, Аллаха Рахмет Клабас, то, что благоразумие, оно возымело верх. И я думаю, что у самарцев все основания есть для того, чтобы благоразумие восторжествовало. Потому что я как-то даже в одном посте тоже написал комментарий, вот здесь уже кто-то из коллег сказал о том, что можно было и Наполеону поставить, но ведь действительно Токтамыш являлся, строго говоря, на тот момент, он был местным правителем, законным местным правителем, по тем меркам. Вот. А тот самый Аксак Тимур, он был агрессором, и удивительно, что желание агрессору поставить памятник серьезно кем-то рассматривается. Ведь также можно и Наполеону поставить где-нибудь под Москвой памятник. Это вообще немыслимо, конечно.
Но и слава богу, что такая глупость никому в голову не приходит. Ну, примерно Я- выглядит так, да, в общем-то, параллели. Да, я не отражаю абсурдность. позицию сейчас полного управления, я отражаю позицию свою личную, как татарина, как вообще гражданина, который хотел бы, чтобы в Астраханском регионе, в Казанском, Самарском, любом другом регионе была стабильность и добрососедство, а люди, которые, пускай даже были очень значимыми людьми того периода, но они уже умерли. И они не должны становиться камнем преткновения в добрососедских, хороших отношениях людей современности. И об этом нужно думать. Спасибо. Я знаю, что вот в этот период Раиль Равилович, Марина Маратовна очень активно как раз тоже работали, да, отстаивая позицию, да, не установку памятника Ивану Грозному, сейчас будем говорить. Что тогда помогло, какие проблемы были и почему, в общем-то, была такая позиция, ну, с Иваном Грозным у нас тоже тут волна катилась по России достаточно мощная, да, серьезная, с установкой памятников. В Орле он даже появился, да, насколько мы помним, в Великом Новгороде все-таки нет среди величайших фигур. Что было и как удалось отстоять? Ну, была инициатива общественников, так скажем, патриотического направления, которые посчитали, что вот установка памятника Ивану Грозному в Астрахани станет, как бы, является символом создания вот русского государства, да, вхождения ханств татарских в состав России, и установка памятника будет символизировать вот то, что государство складывалось как многонациональное. И планировалось, что половина суммы, и причем не маленькая, там речь, по-моему, о 150 миллионах шла, пойдет от этой общественной организации, а вторую эквивалентную сумму даст правительство Астраханской области. Ну, что помешало? Ну, естественно, никаким символом единства внизу, опять-таки, если вернуться к легитимности, да, то есть, опять-таки, это завоевание, завоеватель, то есть правитель другого государства завоевал суверенное государство, да, то есть Московское царство завоевало Астраханское ханство. Сам Иван Грозный никогда на территории Нижнего Поволжья не был. Зачем тогда памятник? Ну и татарская общественность региональная, соответственно, то, о чем сейчас Муслим Хазрят говорил, то есть это привело бы к нарушению мира и согласия, которые веками на Нижневолжской земле, да, и имело бы отклик еще и в других регионах. То есть абсолютно ненужное вот это мероприятие в условиях того, что еще Астраханская область в очень сложных социально-экономических условиях находится, и уж эти 150 миллионов, я думаю, есть куда потратить, да, в Нижневолжском, в Астраханском регионе. Ну, во всяком случае, не на памятник, который привел бы к межнациональным спорам и раздорам. В итоге, во-первых, правительство Астраханской области, как я поняла, оказалось не готово к таким тратам. И активная вот эта позиция. Ну, они прислушались. Казани, и прислушались, да, к позиции Казани, Всемирного конгресса татар. Стол был, да, вы выезжали, общество историков, да, исторического сообщества, причем и не только, так скажем, татары по национальности историки, да, высказались против. Просто объективный взгляд исторического сообщества, что не нужно это делать, это не отвечает реалиям, ни историческим, ни тем более реалиям сегодняшнего дня, на ситуации, которая складывается в межнациональных отношениях в регионе. Вот, да, можно сегодня. мне подключиться? Все это было года 3 тому назад, однако все это очень свежо в памяти. Я, конечно, приехал оттуда в шоке. 2 года. Во-первых, потому что по просьбе Всемирного конгресса татар мы должны были принять участие в круглом столе, а круглый стол, в общем-то, вырос в некой такой достаточно серьезные дебаты. Причем вот нас слушает же русскоязычная аудитория. Я хочу кое-что пояснить, что всем было понятно. То есть основной лейтмотив вот этих аргументов: царь Иван Грозный, великий правитель, вот он расширял территорию. Проблема не в этом. Проблема в том, что Иван Грозный расширял территорию и на запад, и на северо-запад. Я когда на мой вопрос, почему бы не установить памятник Ивану Грозному в Великом Новгороде, который он до основания практически разрушил, или в Твери, на что каким-то образом вот представители, как Марина Маратовна сказала, патриотические, я их по-другому называю, это крайне шовинистические, националистические силы вышли инициаторами установления этого памятника. И вот интересный факт. Когда рассматривался проект установления памятника тысячелетию России на территории Великого Новгорода, сам проект утверждал лично сам Александр II. Ведь там
в первом варианте там был сюжет, связанный с Иваном Грозным. Александр II лично его вычеркнул. Вопрос возникает, почему? Ответ, он, в общем-то, ясен почему. Потому что Александр II, будучи либеральным правителем, выдающимся правителем, демократическим правителем в истории России, не хотел свое имя связывать с такой личностью тирана, каким являлся Иван IV. Это во-первых. А во-вторых, он прекрасно осознавал, что Великий Новгород – это город, который был уничтожен Иваном IV. И это будет просто исторически неэтично. По-моему, здесь параллели одинаковые. И когда мы говорим об установлении памятников, меня еще поразило то, что вот наши братья, так называемые, да, это диаспора, вернее, не вся, конечно, диаспора, представители вот ногайской там диаспоры, к моему величайшему удивлению, оказались активными сторонниками установления этого памятника. Мне это потом стало ясно, почему. Для того, чтобы бороться вот с татарским, скажем, национальной идентичностью и с теми этнотерриториальными группами, которые проживают на территории, татарскими, на территории Астраханской области. И я просто предложил, я говорю, ну хочется вам ставить памятник императору, ну поставьте, пожалуйста, памятник Александру II, который в Астрахани, кстати, был, и вот Мария Маратовна подчеркнула, Иван IV там абсолютно не был. Вот в связи с этим, вот эта тенденция нехорошая, да, она какая-то очень печальная тенденция, она для меня нехорошая тенденция, когда устанавливаются памятники. Кстати, его уже установили. В Чебоксарах, например, да, попытка установления в Астрахани, установление памятника другому тирану. Это Аксак Тимуру, например. Кстати, вот Аксак Тимур воевал ведь не только на татарской земле, он ведь и на русской земле воевал. Например, он сжег город Елец. Пожалуйста, посмотрим, как русская общественность воспримет. А реакция-то понятна, какая будет, если узбекская сторона выступит с инициативой установления памятника на территории Ельца, что недопустимо с моей точки зрения. Также недопустимо установление памятника тому же Тамерлану на территории Самарской области. То есть все-таки сейчас вот эти 150 миллионов, я понимаю, что просто так инициатива снизов, обыкновенная, простая, мало кто из людей будет отстаивать. Такое ощущение, что все-таки установка памятника становится немножко провокацией в каких-то вопросах. Идеологической да? провокацией. Идеологической провокацией. Потому что тем более вот в регионе, регион очень сложный, Нижневолжский, исторически многонациональный. В последние десятилетия массовая миграция с Северного Кавказа, да, с республик Северного Кавказа. И буквально через полгода после этой дискуссии в Астрахани были осквернены два памятника. Татарскому поэту Габдуле Тукаю в одну ночь и просветителю ногайскому Абдулхамиду Джанибекову. Опять-таки, здесь объединяются ногайцы с татарами по общественность, да, нашли тех, кто это сделал, то есть облили краской, нарисовали националистические вот эти знаки. Свастика, по-моему, была нарисована. Ну, она не свастика, славянская свастика, она, по-моему, так называется. Вот. И это вызвало резонанс, да, огромный резонанс. И что это вот против тюркская уже, да, акция получается. И когда вот эта ногайская общественность поддерживает памятник Ивану Грозному, то есть где-то мы едины, где-то мы нет. Некоторую точку зрения здесь высказать. Да. Вот вы как видите, да, один человек, одна личность историческая, государственный деятель, он может вызывать разные мнения, да, для кого-то он действительно здесь герой, здесь уже говорил, завоеватель, правильно, на территории. Но вот государственные деятели такие люди, которые, совершали. Они не бывают, они не бывают идеальными, да. как и работники не вызывает споров только, как правило, не вызывает больших споров личности государственных деятелей, которые уже в глубине веков, там, тысячи лет ли, да. Вот тут про Элох Мухаммед сказали, да, я сам как представитель татарского народа, да, как историк, я бы поддержал, да, но может возникнуть споры относительно этой личности со стороны другой части общественности. Если мы глубже уходим к булгарам, там, сейчас как чиновник там деятелей спорных меньше. Если также мы в русской истории посмотрим, российской истории посмотрим, чем глубже века, да, тем меньше споров. Там, я не знаю, Владимир Красносолнышко не вызвал там больших споров. Иван Грозный, конечно, вызывает споры. Императоры, которым ставят сейчас
памятники, тоже вызывают споры. И тоже Александр II и Александр III, которым ставят памятники, у них много неоднозначного тоже в их политике, несмотря на такой статус либерала, да, у Александра II. Вам скажут и украинцы, и другие народы, что для нас Александр II, особенно для Кавказа тоже, да, это тоже не личность геройская, да. Поэтому чем глубже века, тем проще на самом деле, ну, отстоять необходимость установки памятника. Это вот такой мой общий взгляд историка на этот момент. Я здесь просто последнее, что хотел сказать, второй аспект. Очень часто принимают решение об установке памятников органы местного самоуправления. Именно по закону органы местного самоуправления. Им, конечно, рекомендации приходят от региональных органов власти. И не всегда органы государственной власти и муниципальной власти успевают собрать весь комплекс мнений. И вот когда какое-то выходит резонансное сообщение в средствах массовой информации, и резонансное выступление против, да, начинается, органы государственной власти, как правило, прислушаются. Это произошло вот в Астрахани. Мы надеемся, что это произойдет в Самарской области, это и в других регионах происходит. И только после этого окончательное решение происходит. принимается. И в Казани у нас было, и в Татарстане такие ситуации были. Да? И органы государственной власти в конечном счете прислушаются. Благоразумие, как правило, возобладает. Главное не молчать, главное высказывать позицию, взвешивать все за и против. В общем, и можно остановить. Да, Муслим Казрат? Да, вот правильно сказал предыдущий оратор, да, что личности такие, как полководцы, императоры, там, правители, они вызывают споры, потому что для кого-то он полководец, для кого-то он завоеватель. Так не надо ставить памятники вот таким вот людям, которые занимали такие противоречивые исторические решения в своей жизни. Есть, я вообще, ну как человек религиозный, верующий, у нас как бы вообще не принято памятник ставить, но если уже об этом разговаривать, о памятник, но есть ведь очень много поэтов, писателей и прочих известных личностей, которые внесли значительный вклад в жизнь людей, вне зависимости от их национальности. Потому что действительно, ну опять-таки, когда говорят о том, что вот не бывает идеальных, прочее, но есть общечеловеческие ценности. И я сторонник того, чтобы люди оценивали того или иного человека вне зависимости от эпохи, в которой он живет. Потому что был создатель, был первый человек, Адам, праотец нас и прочие люди, да, и нравственные ценности со времен создания первого человека до сегодняшнего дня, как заложенные создателем, они никак не изменились. Другое дело, что мы, люди, нас штормит то вправо, то влево, то вверх, то вниз. И вот все-таки оценивать надо с позиции нравственных ценностей. Если человек занимал какую-то должность, и он был татарином, и вел себя омерзительно, значит, он вел себя омерзительно, так и надо говорить. Если он был узбеком и вел себя замечательно, значит, он вел себя замечательно. И наоборот. Если он вел себя отвратительно, вот так его надо оценивать, а не так, как что вот тогда эпоха такая была, тогда то было. А если такие нюансы возникают, просто не нужно этих людей вытаскивать из глубины истории, чтобы как-то их вот отмечать памятниками и прочее. А оценку давать надо по делам, по намерениям. А это вообще какая-то... Замечательное слово. Омерзительным личностям памятники ставить нельзя. Вот я обе руки поднимаю за. Но есть только добавлю. Омерзительным... Кто ставит оценку, что человек омерзительная личность вот история. В этой История. ситуации? Я понимаю, что понимаете? история, но вот здесь, видите, Хорошо. для кого-то омерзительная, Вот смотрите, для кого-то допустим, нет. военным деятелям памятники все-таки нужно ставить, но тем военным деятелям, которые не занимались завоеванием, а которые защищали свою родину. Вот тот, который занимался завоеванием, уничтожением цивилизации, это омерзение, с моей точки зрения. А тот, который защищал свою родину от врага, это доброе дело он творил, тоже военный деятель. Вот таким надо ставить. То есть понятие омерзительность, оно, конечно, понятие, во-первых, непостоянное, во-вторых, оно... Ну, зависит от этических норм вообще людей, участников комиссии и так далее. Здесь настолько, мне кажется, человеческий фактор. Вот как условно в этой комиссии по увековечиванию, как можно оценить уровень омерзительности? Вот извините меня. Естественно, это мнение ученых и в то же время мнение общественности тоже. Историческая память. Которая также имеет право оценивать, наверное, да, но они оценивают на основе исторических трудов. Вот. И действительно, вот тут сказали про сколько деятелей культуры, еще важно, да, увековечить. А многие государственные деятели, они на страницах учебников, мы их всех прекрасно знаем, как бы мы там омерзительно не оценили Ивана Грозного,
но он есть на страницах истории, мы же его не вычеркнем, да? Ну и не надо больше о нем вспоминать вот в общественном пространстве. А есть забытые имена, чей подвиг, чьи поступки, да, они заслуживают того, чтобы их вспомнить в камне, да, там. Все, благие пожелания, конечно, Да. омерзительные, не омерзительные. Установка памятников – это часть государственной идеологии. И если страна формирует свою государственную идеологию, она будет устанавливать памятники тем правителям, чей вклад она считает значимым, не обращая внимания на то, какую роль они сыграли в судьбе народов других стран или других народов. Ну, мы же видим сплошь и рядом это во всех странах. В том же Узбекистане эмиру Тимуру же памятников очень много. Для них он национальный герой. На его наследие сейчас формируется государственная идеология Узбекистана. И это мы должны с пониманием относиться, безусловно. И в советский период ставили памятники и Ленину, и Сталину, и всем членам Политбюро. Это тоже был элементом государственной идеологии. Поэтому тут мы никогда не сможем вот из этих критериев исходить, хороший или плохой. Тут действительно должна быть холодная оценка ученых, и в то же время надо понимать, в какой стране мы живем и в какую эпоху. Сейчас в завершении программы хочу все-таки давайте подведем условный итог. В Казани тоже есть свои памятники раздора. Да? Вот все-таки почему так эмоционально люди сегодня реагируют? Это все-таки хорошо или нет? И, может быть, условно какое-то табу наложить, ввести понятие исторического табу после определенного там срока давности, что вот об этих людях мы уже вспоминаем только на страницах учебников. Рай Равилович. Ну, еще раз свою мысль озвучу. Памятники, прежде всего, надо ставить деятелям культуры, науки, искусства. В связи с этим мне вспоминается славный советский анекдот. Кто такой Леонид Брежнев? Мелкий государственный деятель эпохи Пугачевой. Хорошо. Да, я полностью согласен со всем высказанным. Но каждый вправе высказывать свою точку зрения, да, на установку памятника. А там уже механизм отлаженный. И общественность, и историки, они высказывают свои точки зрения. У нас в Республике Татарстан в этом плане уже как-то сложился некий такой механизм. За другие регионы не берусь говорить, да? Но хорошо, что татарские общественные организации, будучи коренными жителями тех или иных регионов, они высказывают точку зрения. Я призываю просто не бояться ее высказывать, грамотно ее формулировать, грамотно ее обосновывать и разным обращением и призывом, ну, так скажем, приделывать ноги. Вот в случае, наверное, с Тамерланом, возможно, они были очень активны. И нам тоже надо быть в этом плане достаточно активны и постоянно напоминать о том, что татары есть коренные жители тех или иных регионов, у нас есть свои герои, и эти герои заслуживают того, чтобы быть увековеченными в камне. Предложение, очень маленькое, в связи с тем, что я рассказал. Если узбеки выступают с инициативой установления памятника Тамерлана, я думаю, что нам можно выступить с инициативой установления памятника татарскому генералу, выдающемуся генералу Чанышеву в Ферганской долине, где он во главе татарской кавалерийской дивизии боролся с басмачеством. Мы пойдем по такому же пути, и это неправильно, потому что это вызовет обострение отношений. Надо решить вопрос, как вот сейчас общественность действует, и как у нас в республике уже Конгресс татар высказал мнение. Надо просто не устанавливать памятник эмиру Тимуру в Самарской области, и на этом вопрос закрыть. Просто закрыть, чтобы Если бы это зависело от нас, мы бы так и сделали. Ну, скорее всего, это от нас, это зависит, от общественности зависит. И он, как Айрат сказал, резонансное выступление и органы местного самоуправления все равно будут учитывать. И Астрахань, там тоже, да, пример, Мария Маратовна, тоже ваш самое, да, что вот выступила общественность, власти прислушались. В любом вопросе надо просто выслушивать мнения, то есть общественности, различных групп, да, неплохо по этому вопросу проводить социологические какие-то опросы, да, ведь власти прежде всего заинтересованы в гражданском мире в регионе, в стабильности, в том, чтобы люди не ссорились, а жили дружно. Вот. И, ну,
Самое главное, ставьте больше памятников женщинам. Хорошо, Марина Маратовна. Сейчас Самара, ваш итог. Знаете, дело в том, что ведь действительно Тимур был великим полководцем, не проиграл ни одного сражения. Поэтому мы просим наших узбекских коллег, может быть, установить памятник ему в другом месте, на месте другого сражения. Тем более место сражения Тимура с Токтамышем между рек Кондурчи и Сок, оно достоверно не установлено. Этого места просто нет. И поэтому как бы нет пока и повода ставить там памятник Тимуру. Я думаю, что вот на этом вопрос можно и закрыть. Спасибо. Муслим Хазрат, ваш итог окончательный. Мне понравился тезис, что завоевателям памятник не место. То есть все, это главный принцип. Хотя по поводу, скажем, Тимура, кстати говоря, это искусственно созданная вот такая героизация. Конечно, он величайшая личность в своем роде. Но в Узбекистане некоторое количество назад ему хотели поставить памятник в одном из регионов. Я боюсь ошибиться сейчас, поэтому не буду называть этот регион. Но местное население восприняло это в штыки, потому что был конфликт у Тимура с их правителем, и памятник не поставили. То есть даже внутри самого Узбекистана неоднозначные отношения. Итак, вот таким был итог. Зрители проголосовали таким образом, что памятники необходимо устанавливать, потому что нам нужна историческая память. 64% так ответили проголосовавших. Наименьшее количество ответов. Сегодня памятники не нужны, никому не интересно. Ну и на третьем месте и так много памятников тем людям, которых я совсем не знаю. 15% так ответили. Среди пожеланий от зрителей из Черемшанского района установить памятник матерям, которые не дождались сыновей с фронта. Я думаю, это действительно хорошая, замечательная идея, и эти люди, и эти женщины достойны увековечения. Я благодарю всех экспертов, всех зрителей, было интересно, до свидания. Сейчас ребята собирают фрагмент из сада. На выполнение этого фрагмента им дается 3 часа. У них входит в задание силикатный кирпич, природный камень, щепа, деревянная конструкция и рассадка растений. Эти ребята, они же немножко отличаются от обычных детей. И для них вот это участие в таких вот конкурсах, конкурс Олимпикс, вот Гиф, Skills, это как праздник. Они могут показать свое «я», на что они способны. Дерби – это всегда больше, чем просто игра. Не пропусти 10 декабря Акбарс нефтехимик в прямом эфире на ТНВ. Здесь болеют за Акбарс. Ходите дома в растянутом костюме? На старый халат страшно смотреть? Женщина должна оставаться красивой даже дома. Представляем вам домашнее платье «Мария». Женственное, невероятно удобное и практичное платье «Мария» идеально подойдет на любой тип фигуры и сделает ваш домашний образ неотразимым. Расширенный размерный ряд от 46 до 72. Такого вы не найдете в обычном магазине. И 2 потрясающих цвета с модным принтом на выбор – красный и синий. Платье «Мария» выполнено из 100% хлопка. В нем вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации, будь то домашние дела или ужин в кругу семьи. Свободный крой платья обеспечивает комфортную посадку по фигуре и не сковывает движений. Удобные карманы по бокам, в которые можно сложить необходимые мелочи. Молния во всю длину позволит удобно надевать платье. Яркий цветочный принт придаст изюминку вашему образу, а однотонные вставки по бокам моментально скорректируют силуэт. Ваши родные и близкие сразу заметят ваше преображение, а соседи будут завидовать. Звоните и заказывайте. Невероятно удобное и женственное домашнее платье «Мария» по привлекательной цене всего за 990 рублей. Широкий размерный ряд до 72 размера включительно. Выбирайте понравившийся цвет, красный или синий. А лучше берите сразу 2 и меняйте образы каждый день. Забудьте о старых и растянутых халатах.
Домашнее платье Мария выигрышно подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. Окружит мягкостью и нежностью хлопка и напомнит вам о том, что домашняя одежда – это не лосины и растянутая футболка, а женственный образ, который подойдет каждой. Домашнее платье Мария не сковывает движений, а мягкая, натуральная дышащая ткань позволит чувствовать себя комфортно, что бы вы ни делали. В нем удобно заниматься любыми домашними делами, общаться с близкими или погрузиться в любимое хобби. А возможно, просто посидеть за чашечкой чая наедине с собой. Теперь можно, не опасаясь косых взглядов, выйти в ближайший магазин и принять незваных гостей. Невероятно удобное и комфортное платье Мария – это настоящая находка для женщин, ценящих красоту и практичность. 100% хлопок, универсальный крой, безупречная посадка по фигуре, ткань не растянется, яркий цветочный принт не потускнеет со временем и выдержит множество стирок. Домашнее платье Мария сшито по ГОСТу. При выборе этого платья вам нужно знать только свой российский размер. Звоните и заказывайте. Невероятно удобное и женственное домашнее платье Мария по привлекательной цене всего за 990 рублей. Широкий размерный ряд, до 72 размера включительно. Выбирайте понравившийся цвет, красный или синий, а лучше берите сразу два и меняйте образы каждый день. Motorum selam. Sen былай мені қоршыларға деп мотор етіп келдің мәлі. Не смешно, Алмаз. Қойшан келесің? Мен әлі ауылға барып қайтам деген едім. Әтенеге шалтыраттым, трубкаларын алмайлар. Соңан шықтыр. Көңілімді тыныштық. Алмаз, твои родители уже со вчерашнего дня у нас. Ты серьезно? Не мог предупредить? Чего мои родители? Сен мені қоян білейін. Әнек сен кеше мен айтмадың. Қарайлы. Сиялардың сөйлегенлеріне артық иқтибар етмеймін. Скоро буду. Ладно? Қылма енді өмірге шүнді бетін. Не хал олам? Есемсіз. Ғафу етігіз. Ғафу етігіз енді. Әне, әтей, шығып сөйлеші кәлі. Соң, мұнда ғана сөйлешіп болмай міне? Шықырма. Қазір үк. Ярар енді шығам. Соң мұнда сөйлешілік нәрсе болған енді. Әтей. Шығам. Мұнысы нәрсе деген сөз болды енді. Соңайды олым. Сен ішлемеген ішлерді ішлеп керек емес. Қышқырма енді, сен қышқырма енді. Ярар енді. Ана, бұлайжақ құдалар білен талышып келеміз. Оқырма, әтей. Оқырма. Сен тракторда түгіл бе? Әнеге. Әйде, қызым, әйде. Әйде, балақайым. Әйде. Әйде, отыр.
Үзе де аларның килгәннәрен белмәгән. Менә сиңа мә. Ну и семейка. Әтием, әнием, алар сюрприз ясарга теләгәннәрдер. Әйбәт. Сюрприз булды бу. Улам, менә сиңа әйткән булсак, әле менә монда китертәдереңме, юкмы? Нәҗә, ни хәл итеп өлгердегез соң, кодалар белән? Сондай хәл дип таныштык кына. Эй, улы, бу булачак хатын ова бирек шук бит инде. Әтей, Эльвираға сүз әйтәсе булма. Ул бик әйбәт хатын була. Әйбәт, улым, әйбәт. Әйе, әне акча туздырырга бик әйбәт. Син менә кичәге бардакны күрсәң син монда. Өйдән дә җавап белми бит ул, улым. Әйе, кияүгә чыккач өйрәнер. Әнә апаңны кара. Кияүгә чыкканчы бөтен эшне эшләйде бит. Менә ул хатын. Абыйга повезло шулаймы? Эй, улым, чөнки авыең безне тыңлады. Бизнесмен диме? Контрактны укымыш. Ну, фермер тоже бизнесмен. Да, бизнесмен. А хватка у него какая? Нам, говорит, нужна невеста работящая. Как ад. Ну, Настя, ну тогда им не повезло. Бездә бит ат юк. Бездә бит кечкенә генә пони. Мансур, ну нехорошо так говорить. Нехорошо. Ой, такое ощущение, что они не знакомиться приехали. А вот действительно контракт подписывать. Или провести собеседование. Ну пускай проводят, пускай заключают. Тем более Эльвире-то нравится. Шулаймы кызым? Мансур, улым, жетті сиңа. Эти, ну хватит издеваться. Yok инде мы же не издеваемся. Син нәрсә кызым, юк. Син менә юфакны ташлайды. Нәрсәгә куйсын? Кирәкми ул сиңа. Бар-бар алга кайтасың, сыер савасың, шулай бит. Ну, кем сезгә әйтте? Мин авылга кайтам дип. А если серьезно, кызым, мы за тебя очень переживаем. Ты у нас единственная дочка. Ты же знаешь, мы хотим для тебя только самого лучшего. Әнием минем, әбием, әтием. Мы вас услышали. И родителей Алмазы мы тоже услышали. Но решение мы сами примем. Это наша ответственность. Мы будем помогать родителям Алмаза, когда, допустим, будем приезжать на выходные. Вас будем поддерживать, когда вам это будет нужно. Ну, пожалуйста, поймите нас. Папулечка, мамочка, вам просто нужно узнать их еще лучше. Они вам понравятся. Вот увидите. Ну, поддержите вы нас. Пожалуйста. Әне, әтей, мин сезне тыңлыйм. Ләкин үзем ничек телим, шулай яшәячәкмен. Яме? Үпкәләмәгез инде. Ярар, улым, ярар, борчылма инде, Брук. Без бит синең файдага эшлибез. Телисең икән, кайтып китәбез. Әйдә, кайтабыз. Телим. Ярар, инде алайса, кайтабыз.
Ярар қожалар. Біз қойтырға болдық. Папочка. Yok yok. Bir kayda gitmeysiz. Роза! Рашид! Не уезжайте. Первое впечатление, оно ошибочно. Может быть. Да, Мансур? Как первый блин комом. Поэтому давайте получше узнаем друг друга. Оставайтесь. Да, Мансур? Әйе, бір түн қондығыз бет. Әне нешік, әйтелер әлі, қонақ хақы 3 күндей. Әйдәгіз енді, келген, мұнда хәл етті бітірек. Қалағыз. Балалар хақына қалағыз. Мен бүгін барбыр, ауылға кетесі. Біздің бөлмеге кірігіз. Бек, әйбет анда. Балам, мені шоферің ауылға ғына елдіп қойсын. Сен қонақларыңны қора. Не, Рашид. Сол, сиырларны көрген бар бетінде. Әлі қоламыз ма? Yok ма? Роза, ну, пожалуйста. Зур бәліш салырға болыр. Абетқа. Әйдә, o'zimiz. Мына мұнысы әйбет. Бек дұрыс, құдағи, бек дұрыс. Әйдә, отырыңыз, әйдә. Қышқырасың нәрсе болды сен білем. Я когда сильно вдохновлена, я петь начинаю. А сегодня что-то вот переборщила. Қышқырасың шо. Да. Мейтем, креда юғала шунда, креда юғала. Нәрсе эшли деп ойласам, мұнда полный мастерской болған екен. Да, это мое пространство, Роза. Я считаю, что у каждой женщины должно быть свое пространство, где она расслабляется, наполняется, где она занимается творчеством. А я вот еще и работаю. Решила детям на свадьбу подарок сделать, смотри. Ну? Орын көп болғаш рахат енді. А вы в свободное время чем занимаетесь? Бош уақытың бар ма деп сұра башта. Біздің ауылда бит малай іш біткенде халіңде бітейін бұл уақытта. Бош уақытта кіре бізде ұйқылаймыз, жаным. Да, тоже хорошо. Желаю. Но НК мне говорил, что в свободное время в деревне они кулыши шлилер, рукоделием занимаются. А зимой все время. Онысы енді. Оптырағаннан ғана әтіге телевизор қорап отырғанда қол тек тұрмасын үшін күні. Міне, сенің көбік жарты күн бір шешек ясап отыру. Онысы екінші енді. Роза, а вы сами в жизни что-нибудь красивое, эстетичное создавали?
Хәзер тотынғаным юк. Элек мин беләсеңме нәрсә? Шелтер үрәйдем. Вот. Менә шигүгә, бәйләүгә исем бик китмидер. Ә менә шелтер үрү. Менә ничектер мин аны тиз генә өйрәндем дә, әйме? Тиз генә эшли дә башладым. Хәзер менә исемә төшерим әле. Кружева була сезнеңчә. Вот. Так вы кружевница, что ли? Да, шул инде. Да вы что? А какие узоры делаете? Узоры дип инде яфрак белән чәчәк. Алары да беләсеңме, шундый матур чыга иде минем. Как это аристократично. Ничек? Ну, прекрасно. Матур. Матур чыгай. А как плели? Крючками? Юк. Крючками түгел. Юк. Крючканы җенеп сөйми, крючканы. Юк. А как? Аны беләсеңме? Шелтәре калын була. Юк, крючками түгел. Мин беләсеңме ничек? Мин менә бобинага куязырым. Әйме, булавка белән электриядерим. И узор буенча үрәдерим. Аның узорын ясый әле җаның чыга җаны. Аның эше. Роза, вы сознаете, что вы творческая личность, как я? Вы же плетете бельгийское кружево. Ну, шул бельгийское инде. Коклюшками? Коклюшка белән. Җеп чорналган. Коклюшка белән. Дөньямны онытып утырадыр шул коклюшкаларны үреп. Әти ачуланадыр. Шалтыр-пылтыр бит инде. Тавышланасың дип. Мин эшемне тотадырым да тетя Маша җанына китәдер. Ул өйрәтте мине. Безнең авылга фельдшер булып килгән иде. Сүзләрем дуа булсын инде. А говорите, ничего не умею. Искә төшерә башласаң, һөнәр күп инде ул. Роза, я хочу увидеть ваше кружево. Күрәсе килә. Күрсәтермен. Безгә киләс бит әле кунак. Да, Алла бирсә. Алла бирсә. Ял Рашид. Кахваны авыз ит. Біздің ауылда кофедилер мына. Қотырақ болған бұл. Сыйыр қышқыра деп, аптырысы да yok мұнда. Рахат. Туймадың мы бұл тұрмыштан? Біздің тұрмышта да ауырлықлар бар. Қай вақыт бек ауыр бола. Мансур. Сен бит ауыл малайы. Сағынмадың мы? Мен көптен ауылны күтіп көрейінді. Сағынасың деп. Оқығанда еш жақта бек сағынайдым. Қазірінде жоқ. Нәрсе қалғаны мен анда? Әне, ғымыр бойы колхозда шіленді. Қазір пай жерін қойда екен де білмей. Анысы